К Арктике и ее жителям сегодня приковано особое внимание, причем изучение северных территорий идет сразу по нескольким направлениям. Например, недавно российские ученые решили провести масштабные социологические исследования, которые выясняли, как пандемия коронавируса повлияла на жизнь в арктических регионах страны. О первых итогах этого эксперимента мы поговорили с кандидатом социологических наук Евгенией Потравной. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас будет с вами такая тема необычная, это социологические исследования Севера, Арктики. И мне вот интересно, кто занимается такими исследованиями и насколько это важно. Вот есть какая-то актуальная повестка? Арктика сейчас манит всех. Особый, конечно, научный интерес арктические исследования приобретают с реализацией стратегии развития арктического региона до 2035 года, где какие-то моменты научного включения в арктическое развитие включены. Большой интерес к Арктике вызывают также коренные малочисленные народы, которые проживают на данной территории. А как мы знаем, эта группа населения имеет определенный правовой статус, и понять и выстроить механизмы взаимодействия с коренными малочисленными народу в сфере тех глобализационных процессов и промышленного освоения Арктики, которое сейчас происходит, очень важно. Безусловно, исследование проводится. Сказать о каком-то систематическом характере сейчас трудно. Вот сейчас, в частности, в условиях пандемии на базе Северо-Восточного университета реализуется грант, и было проведено исследование, социологическое исследование местных жителей арктических регионов об их отношении к вопросу распространения коронавирусной инфекции, о тех изменениях, с которыми они столкнулись. Также отдельную группу социологических исследований затрагивают консалтинговые компании. К примеру, я являюсь социологом, уже на протяжении более 5 лет провожу исследования по заказу горнодобывающих компаний, и там отдельным аспектом идут социологические исследования. Исследования такие были уже проведены в Анабарском, Момском, Среднеколымском районах Якутской области. И вот по результатам собранным все мнения местных жителей, они передаются компании для того, чтобы помочь компании быть социально активной, социально ответственной и решать какие-то конфликты заинтересованных сторон для промышленного освоения арктической территории. То есть социологические исследования, самое главное, какая все-таки у них задача? То есть это узнать мнение людей, живущих там? Вы знаете, наверное, в Арктике особенность социологических исследований, она немножко другая. Если мы будем обращаться именно к социсследованиям, конечно, это метод сбора информации, но вот по результатам тех социсследований, которые проведены, практика показывает, что для арктических регионов это не только метод сбора информации. Знаете, там обрабатываешь, если анкеты, и видишь, что в анкетах пишут, что спасибо, к нам приехали ученые, да, мы хотим им рассказать, да, помогите нам в этом. Мы понимаем, что здесь социсследование — это некий коммуникационный мост между местными жителями и между заинтересованными сторонами, которые хотят и заинтересованы в развитии арктической территории. То есть здесь социсследования намного шире должны восприниматься и учеными, и теми респондентами, которые на них отвечают. Все-таки когда ты проводишь исследования, да, какие-то вопросы уточняешь, и хочется, чтобы местные жители какое-то доверие выражали к этим исследованиям, они были услышаны. Это очень важный и, так скажем, проблемный момент социсследований в Арктике на современном этапе. Если говорить про ваше последнее социологическое исследование в Арктике, оно связано именно с пандемией, да? Я так понимаю, что знают ли люди об опасности коронавируса? Вообще, какие можно первые выводы, может быть, сделать по поводу вот этих последних исследований? Мне кажется, сейчас о пандемии знают все, Арктика не исключение. То есть все-таки делать вывод, что если ты живешь в отдаленных уголках Арктики, и ты ничего не знаешь о том, что происходит, это неправильно. Как правило, люди знают. А если мы будем говорить о какой-то отдельной категории, то
они никогда не выйдут с нами на связь, они никогда не станут субъектами наших исследований. Вот. Тех людей, которые были опрошены в последних исследованиях, да, я могу с уверенностью сказать, что все знают о тех проблемах, которые сейчас есть. Другой вопрос об их отношении к этим проблемам. Вот оно разное уже длится. Они знают, они идут на контакт, но высказывают совершенно разные мнения. А какие? Ну, вот когда говорю разные, скажу сразу противоречивые. С одной стороны, как у любого человека, распространение коронавирусной инфекции связано с опаской, с боязнью за свою жизнь, за жизнь других людей. Это как бы объяснимо. Так и в арктических регионах это, так скажем, главный критерий, по которому люди вот фильтруют информацию, приходящую к ним о коронавирусной инфекции. А дальше это уже начинает влиять на их какую жизнь. То есть это сказывается с определенными изменениями жизни, миграционных процессов. Так мы понимаем, что в арктических регионах многие люди так, приезжают на север на заработки, то есть организованы специальные пункты, где проживают люди, которые работают вахтовым способом. В связи с этими ограничениями они просто не приехали. Либо какие-то ограничения у них сейчас есть, и они приезжают реже, и как-то их миграция сокращается. Все это косвенно влияет на местных жителей Арктики. То есть как это влияет? Тормозятся развитие каких-то социально-экономических проектов по развитию территории, стагнируют эти проекты, они не развиваются. Если мы говорим о, вот мы сейчас как бы с вами перечислили какие-то негативные последствия, то есть и последствия положительные, о которых тоже наши респонденты сообщают. И они как бы оправданы, они объективные. Респонденты говорят, что к ним меньше приезжают, им от этого лучше. Но это действительно так, их жизнь, она идет по размеренному, какому-то понятному им распорядку дня, улучшается экологическая ситуация в регионе их проживания, где-то примерно, ну, конечно, маленькое количество, но где-то около 1%, вот в последнем социсследовании встречалось людей, которые говорили, что тундра их спасет от всего и нет никакой проблемы. То есть проблема есть, но она есть не у них. У них все хорошо, жизнь продолжается. Вот здесь логично тогда другой вопрос. Насколько вот в Арктике жители Севера понимают опасность? Далекая опасность для них или все-таки они знают и понимают, что действительно вот есть такой вирус? Нет, о далекой опасности говорить нельзя, она есть. И поэтому они ее понимают. А вот те исследования, которые проводились на первой волне, они уже дали вывод о том, что жители Арктики косвенно столкнулись с этой опасностью. Она не пришла к ним как-то вот, ну, напрямую. Сейчас по первой волне мы можем сказать, что отдаленные арктические регионы, они затронуты косвенно этой опасностью. И понимание о том, что может это развиваться сильнее и сильнее влиять на местное население, оно есть. Вот такие результаты мы получили. С какими сложностями вот вы столкнулись в исследованиях в условиях пандемии? Конечно, безусловно, это наличие техники. С этим большая проблема. В арктических регионах особенно. Да, вот последние исследования мы видим, что у респондентов есть возможность заполнять анкеты только в определенных местах, которые не связаны с их местом, где они постоянно живут. И вот эта проблема, она встала очень остро. Даже если мы будем говорить о выборке 1000 человек, когда мы начинаем просматривать качественно анкеты, мы понимаем, что внутри у нас 30% анкет, они не заполнены. Не заполнены они по причине того, что где-то оборвалась просто связь. И почувствуем себя на месте того человека, который заполняет данную анкету. Он заполнит ее один раз, он заполнит ее второй раз, а на третий раз ему очень не захочется заполнять. Особенно для исследований и вот исследований отдаленных таких уголков, где не так часто проводятся исследования, характерна высокая вовлеченность респондентов в этот процесс. То есть если они уже приняли решение о том, что они заполняют
этот анкетный лист, они его заполняют очень добросовестно. Они оставляют комментарии, они делятся какой-то дополнительной информацией. И, конечно, здесь, как только ты это все вот набираешь, и у тебя обрывается связь, ну, это неприятно. И это и для нас определенный опыт как ученых, потому что нам нужно сделать те настройки, которые будут актуальны с учетом их возможностей заполнения анкеты. Как можно, может быть, минимизировать негативные последствия от пандемии коронавируса вот на севере? Как вы думаете? Сейчас вопрос минимизации этих последствий, он важен для всего мира. В условиях арктических регионов все-таки, наверное, правильно говорить не о минимизации, а как подстроиться под те изменяющиеся условия, чтобы продолжать активную жизнедеятельность. Здесь первым моментом хочется сказать информация. Люди должны владеть информацией. Для того, чтобы этой информацией владеть, нужно развивать технические средства. И здесь правильно понимать, что такое информация. Это не количество заболевших каждый день, это не прирост какой, а это четкий план действий, что необходимо сделать в той или иной ситуации, как обезопасить себя и обезопасить своих близких, как предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Вот это вот такая информация, наполненная определенными фактами, исходящие из проверенных объективных источников. Как мы понимаем, отсутствие этой информации, оно вызывает слухи, какое-то сарафанное радио. Это плохо, это не нужно. Люди должны четко знать, как правильно действовать в той или иной ситуации. Вторым моментом, о котором нужно сказать, это, конечно, развитие медицины и социальной сферы. Ну, в принципе, социальная сфера – это проблема и актуальность для арктических регионов. Но мы шагаем вперед, у нас есть такие понимания, как телемедицина и тому подобное. То здесь, конечно, важно обращать внимание и на эти направления. Третий момент, ну, здесь он как бы логичный, потому что людям нужно помогать, если они потеряли работу, это развитие альтернативных каких-то видов деятельности. И в заключение такой момент, он может показаться очень странным, но вот он показывает, что он важный. Это просто помощь. Вот в прямом смысле, как мы ее понимаем. Последним исследованием, в котором я задействована как социолог, это в Норильске, где произошел разлив топлива, мы столкнулись вот с такой проблемой, что люди имеют какие-то льготы, они им положены, но взять они их не могут, потому что они банально не знают, как заполнить какое-то заявление. Им банально нужна помощь в том, чтобы грамотно написать. Хотя действительно компании, которые там трудятся, они готовы обеспечить им то, что необходимо людям. И вот здесь вот это важна очень правовая помощь, социальная помощь, психологическая помощь, чтобы людям стало комфортнее жить и улучшать их условия жизни. Спасибо вам за беседу. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго, удачи и здоровья.